Между загрязнением воздуха в окружающей среде и коронавирусной инфекцией COVID-19 есть прямая связь. Там, где воздух загрязнен, быстрее распространяется инфекция. Если человек заразился, и вот он живет в такой среде, где воздух загрязнен, эта болезнь протекает у них тяжелее. Вот от загрязнения воздуха внутри жилища погибает больше населения, больше людей, чем от курения. Но вот если вы, например, зайдете в селах в дома в зимний период, как только открываете дверь, заходите, даже не надо видеть, там сразу запах идет вот этой сажи, запах вот этого дыма, именно дыма, который содержит очень много не сгоревших мелких частиц вот этого твердого топлива, которые вызывают очень серьезные заболевания у детей, у взрослых, у беременных женщин. Дети рождаются с болезнями. Нашли в целом содержание высокое угарного газа, и они дышат этим воздухом, у них хроническая интоксикация, у кого-то голова болит, у кого-то дискомфорт, настроения нет. У маленьких детей в школах успеваемость низкая, потому что они постоянно получают вот эту интоксикацию угарным газом. Вы знаете, я хочу начать вот с таких очень интересных исследований, которые провели и опубликованы. Значит, между загрязнением воздуха в окружающей среде и коронавирусной инфекцией COVID-19 есть прямая связь. Там, где воздух загрязнен, быстрее распространяется инфекция. Коронавирусная инфекция – высококонтактная инфекция. Люди очень легко и быстро заражаются. Вот эти твердые частицы, они являются переносчиками вот этого вот вируса. Чем выше уровень загрязнения воздуха, тем быстрее распространяется коронавирусная инфекция. Если человек заразился, и вот он живет в такой среде, где воздух загрязнен, эта болезнь протекает у них тяжелее. Это связано с тем, что сам загрязненный воздух без коронавирусной инфекции, он сам вызывает нежелательные изменения не только в легких, а он оказывает системное действие. Загрязненный воздух влияет на болезни сердца, он влияет на болезни других органов и систем. Загрязненный воздух влияет на увеличение показателей смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Отопительный сезон приближается. Очень сильное загрязнение будет в частных секторах вокруг Бишкека. Вот, газификацию делают сейчас, это хорошо. Но там, где используют вот печи и твердое топливо, нужно, чтобы это были такие, знаете, сертифицированные печи, печи, где действительно предусмотрена вот технология полного сгорания твердого топлива и минимального выброса. Поэтому я думаю, что один из путей – это вот организовать хороший общественный транспорт, чтобы больше пространства было в городе и чтобы больше зеленых насаждений было. Я думаю, что каждый житель Бишкека должен что-то сажать каждый год. Город должен стать зеленым. Сейчас можно очень много видеть людей, катающихся на велосипедах. Причем нужно окольцевать велосипедные дорожки. Их пустить надо внутри города. Даже вот по центру города надо пустить. Тогда я думаю, что многие будут на работу приезжать или по каким-то делам будут на велосипедах вместо машины.